В Симферополе собралось около 60 человек крымских татар, чтобы встретить Энвера Кроша. Крымчанин поблагодарил всех за поддержку. В принципе, я привык наблюдать картину в Крыму. Их метод не меняется, их задача, чтобы активная прослойка замолчала, остальные, естественно, замолчат. В моем случае это не исключение. По данным активистов, с вечера субботы была информация, что в мечети во время дуа могут появиться сотрудники правоохранительных органов. Однако силовики так и не появились, коллективный молебен прошел спокойно. В воскресенье 4 февраля в центре Киева собрались несколько сотен владельцев автомобилей на еврономерах. Активисты требовали изменить таможенное законодательство и снизить таможенную пошлину на ввоз иностранных авто. Яка суть, щоб було доступне розмитнення, щоб ти міг купити собі нормальне авто, а не їздити на якомусь побитому «Жигулі». Ну там я попросил друзей тоже, мы собрались чисто поддержать идею. Ні, я маю за границю, щоб уже там купити машину і виїхати спокійно в Україну, щоб не було ніяких проблем. Также активисты требуют отменить стандарт Евро-5. В комментарии «Радио Свобода» некоторые активисты признавались, что не являются автовладельцами, а также не слишком понимают цели акции. В Крыму сегодня ожидается дождь и сильный ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр полуострова. Кроме того, Российское управление МЧС по Крыму предупредило жителей полуострова о возможном подъеме уровня воды на отдельных реках Крыма 4-5 февраля из-за сильных осадков. В аннексированном Крыму освободили от должности подконтрольного Кремлю заместителя председателя начальника управления по вопросам межнациональных отношений и национально-культурного возрождения репрессированных из Крыма народов Юрия Космынина. Об этом говорится в указе российского главы Крыма Сергея Аксенова. Согласно информации на сайте российского правительства Крыма, Юрий Космынин с 2001 года на государственной службе в Комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма. После аннексии перешел на службу соседней России. Северная Корея планирует на этой неделе отправить делегацию высокого уровня во главе с формальным главой государства в Южную Корею, сообщает Министерство объединения в Сеуле. Ведомство заявило 4 февраля, что Ким Эн Нам возглавит делегацию, которая, как ожидается, прибудет в Южную Корею 9 февраля для трехдневного визита. Ким является президентом Верховной Народной Ассамблеи парламента Северной Кореи. Страной руководит Ким Чен Ын. Сегодня в Брюсселе начнется суд над главным обвиняемым в парижских терактах 2015 года Салахом Абдесаламом. Сначала боевика будут судить по делу, которое расследуют в Бельгии, об участии Абдесалама в перестрелке с полицией, когда его с сообщниками пытались задержать в 2016 году, сообщает Франс 24. Салах Абдесалам – единственный боевик-смертник, который остался жив после парижских терактов 2015 года. Он не привел в действие свой пояс шахида и сбежал в Бельгию, где длительное время скрывался у родственников и друзей. К украинцу Станиславу Клыху, которого российский суд приговорил к 20 годам колонии по обвинению в участии в чеченской войне, допустили адвоката Романа Качанова. Об этом сообщила российская правозащитница, участница Уральской правозащитной группы Татьяна Щур, передает Униан. На адвоката Клых произвел впечатление спокойного и дружелюбного человека, который, однако, очень скучает по общению, находясь постоянно в одиночной камере. Но у адвоката сложилось впечатление, что Клых страдает от психического расстройства. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент -1 градус, на Чангаре и в Новоалексеевке также -1. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Павлом Новиковым. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, Крым! Доброе утро, Украина! Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Начинаем утренний эфир. И сегодня обсуждаем вместе с вами самые важные темы к этому понедельнику. Итак,
Напоминаю для наших радиослушателей, 8:35 и 13:10 это время на Крымском полуострове, соответственно, на материковой Украине 7:35 и 12:10 это время наших эфиров. 549 АМ и 105,9 FM, там можно слушать круглосуточно. Уже запущены трансляции на Ютубе и Фейсбуке, вы можете их смотреть, комментировать, вот они у меня передо мной тоже открыты, я буду читать самые интересные комментарии. И, соответственно, вы можете писать нам в Твиттер для того, чтобы предлагать свои темы. И для телефонных звонков, поскольку линии открыты, для крымчан 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. И мы начинаем. Тема дня. Тема дня сегодня такая. Есть термин, есть такое понятие, которое называется потемкинские деревни. Все понимают, о чем речь, да, это такое специальное явление, где показывают, что вроде все у нас вообще хорошо. Так вот, есть потемкинские деревни, а есть потемкинские общины. По крайней мере, так мы назвали эту часть нашей программы. В общем, создаются после аннексии уже отдельные национальные общины, как, например, украинская община Крыма. Как относятся оккупационные власти Крыма к самоуправлению крымско-татарского народа? Почему много раз были попытки создания крымско-татарских организаций? С какими на самом деле проблемами сталкиваются активные украинцы и активные крымские татары на полуострове? Все это обсуждаем в течение ближайших 25 минут, но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги. Крым в центре внимания. Национальные общины на территории аннексированного полуострова заявляют о поддержке кандидата в президенты Владимира Путина на предстоящих российских выборах. В частности, голосовать за Путина призывает председатель организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина. Мы ожидаем, что в Крыму станет жизнь еще лучше, потому что у нас и сейчас все достаточно стабильно, мирно, у нас нет войны, чему мы несказанно благодарны. Гридчина также является членом организации «Молодая гвардия Единой России», которая якобы занимается развитием крымской молодежи. Так называемая украинская община Крыма была зарегистрирована как общественная организация в марте 2016-го. Изначально ее возглавил житель Симферопольского района Олег Усик, который к тому же был депутатом местного совета от Единой России. О намерении поддержать Путина также объявила организация Кырым-Бирлиги и так называемый общественный совет крымско-татарского народа. На собрании организации в Симферополе ее руководитель Сайтумер Немитулаев заявил, крымские татары видят свое будущее исключительно в составе России. Каждый сегодня вступает в эту кампанию. Мы будем работать 12 часов в день, объезжать все районы, все офисы открываем, поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Крымские татары пошли на выборы. Немитулаев несколько лет руководил Генической районной администрацией Херсонской области. Был депутатом местного совета от партии регионов. После аннексии Крыма прокуратура объявила его в розыск по подозрению в присвоении сельскохозяйственных земель, организации поездок на антимайдан в Киев и сепаратистских призывах. Крым в центре внимания. Крым в центре внимания. Итак, так называемые организации национальных меньшин, назовем их так, национальных меньшинств, крымско-татарские организации, украинские организации, которые вдруг начали резко выступать в поддержку, например, действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Вот эту деталь сейчас с вами обсуждаем, и с нами на связи сейчас Леонид Кузьмин, основатель и активист Украинского культурного центра в Крыму. Леонид, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот такая активизация перед объявленными на 18 марта выборами в Крыму и вот такая яркая демонстрация, что даже общины, которые являются национальными меньшинствами в Крыму, якобы поддерживают действующего президента. Для чего, по-вашему, это делается? И есть ли какая-то иная, там, я не знаю, деятельность украинских центров в Крыму? Тут же надо понимать, что это все организации, которые создаются властью в Крыму, создаются для одной цели показать стабильность о том, что как хорошо живется там крымским татарам, украинцам при оккупационной власти. С другой же стороны, да, мы знаем, что само название «Украинская община Крыма» — это украденная организация при
когда Крым полноценно находился в составе Украины, многие годы существовала украинская громада Крыма, которую возглавлял Владислав Хмеловский, и эта организация не подвергается никакой критике, она стояла всегда на проукраинских позициях. Дальше, если я видел это заявление Анастасии Гритчиной, да, там такие страшные слова, когда как бы представителя украинского этноса в Крыму, о том, что Украина угрожала Украина угрожала украинцам в Крыму, и Путин спас украинцев. Вот я как украинец с Крыма могу сказать, что я ни одного дня и ни одной минуты не просил Путина вводить в войска, и многие тысячи украинцев тоже в Крыму не просили этого делать. По двум простым причинам. Никогда Украина за 23 года полноценного нахождения Крыма в составе Украины не угрожала ни украинцам, ни другим этносам, которые проживают в Крыму. И с момента 2013-2014 года никто не чувствовал никакой угрозы от так называемой хунты, которая пришла к власти после революции достоинства в Украине. Поэтому это популистские заявления. Хорошо, а вот те украинцы, которые остались в Крыму, вот как, есть ли у вас данные, как они реагируют на возникновение вот таких организаций, существующих, как вы говорите, для демонстрации стабильности? По-разному. Та часть Украины, украинцев, которые, особо, скажем, не разбираются сегодня в политической жизни Крыма, конечно же, стараются как-то к ним присоединиться и ищут контакты с ними. Та часть, которая разбирается в том, что происходит в Крыму, конечно, никак на них не реагирует. Никак Просто не реагируют. никак. А можете также сказать, смотрите, есть часто звучат, не то чтобы обвинения, но, по крайней мере, фразы о том, что украинская, громада, украинская община в Крыму, тоже еще до аннексии в значительной степени, условно говоря, не дорабатывала, и поэтому сейчас мы имеем ситуацию аннексированного полуострова. Насколько активной была жизнь украинской меньшины, украинского меньшинства в Крыму до аннексии? Можно по-разному к этому относиться. Скажем так, оно было недостаточно активным и недостаточно было освещаемым действием. То есть украинская община в Крыму, это в большинстве было такое что-то, касалось людей, которых действительно это интересует. То есть это не было особо массовым. Тут действительно это да. Это по сравнению даже с русской общиной Крыма или с меджлисом крымско-татарского общины, это действительно было не массовое движение. Хорошо, и, наверное, последний к вам вопрос. Вот с одной стороны есть ситуация с Владимиром Балухом, у которого всего-навсего был украинский флаг, и теперь, судебные преследования. А с другой стороны показывают вот таких послушных или выступающих за стабильность украинцев. Как вам кажется, куда это движение приведет, и будет ли оно жить или закончится сразу с выборами в России? Нет, конечно, не закончится, потому что это все план большой программы ассимиляции населения, особенно украинцев. То есть там же, кроме украинской общины Крыма, они создали ассамблею славянских народов. То есть сегодня туда входит русская община, белорусская община, украинская община. И вместе они там проводят разные мероприятия. То есть там же не стоит программа защиты конкретно интересов украинского народа, проживающего в Крыму, а создание такого славянского единства, что все мы братья-славяне, часть великого русского народа, только есть белорусы, украинцы. То есть программа стоит просто размытие этнических границ между этими народами, и все. Хорошо. То есть создание такого малороса. Создание малороса. Вот точно уже последний к вам вопрос. Были школы, в которых велось преподавание на украинском? Их было в Крыму мало, но они существовали. Преподавание самого украинского языка, украинской истории, литературы и так далее. Сейчас, насколько мне известно, все это дело, свернулось, по крайней мере, на территории Крыма. Как те украинцы, представители украинской общины, которые там остаются, находят, я не знаю, учат детей, учат они их дистанционно, поддерживают ли связи с материковой Украиной? Смотрите, мы в прошлом году занимались этим вопросом, в 2017 году. Я направлял запросы в органы действующей власти в Крыму
Вот. И, конечно же, все выглядит очень печально с изучением украинского языка. То есть там, если говорить про Крым, про Симферополь, то из там больше чем 40 школ всего изучают украинский язык 365 детей во всем Симферополе. То есть, ну, вот. А, по-моему, 11 классов, надо просто посмотреть еще раз, не помню уже точно. Вот. И вот, ну, представляете объем. А что касается тех классов, то большинство из них просто переведены на русский язык обучения, который был на украинском языке обучения. Вот. А люди, которые хотят, да, изучать и знать украинский язык, они, конечно же, учатся дистанционно, а многие поступают в украинские школы на подконтрольной территории для того, чтобы получать документы украинского образца. И, конечно же, они интересуются программами, которые сегодня существуют, такими как Крым-Украина для поступления в вузы, изменениями сдачи ЗНО, конечно же, это интересуются, в том числе находят учителей, которые могут еще заниматься репетиторством по украинскому языку, по украинской литературе, по истории и готовятся к поступлению на материк. Спасибо огромное за ваше мнение. Леонид Кузьмин, основатель и активист Украинского культурного центра, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас так называемые национальные общины, которые все вдруг резко выступают в Крыму в поддержку действующего президента Владимира Путина. Пытаемся разобраться, насколько это настоящие общественные движения и народные движения, или это больше похоже на то, что называлось потемкинскими деревнями, как мы и назвали этот блок эфира «Потемкинские общины». У нас есть еще одно включение. Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа, с нами на связи. Заир, здравствуйте. Доброе утро. О, связь вроде нормальная. Скажите, я знаю точно, что постоянно пытались, были попытки создания каких-то альтернативных меджлису, да, или, скажем, альтернативных даже, той демократической системе крымско-татарского народа, которая есть Курултай, например, создать свои подконтрольные крымско-татарские организации. Насколько много в них людей сейчас? Я скажу, что эти псевдо-крымско-татарские организации, они существуют. Это политические военнопленные и коллаборанты из числа крымских татар. Но эти организации, они, например, не являются крымско-татарскими ни по сути, ни по содержанию, ни по их действиям. Там есть такая Крым-Берлига, например, она состоит там где-то из спортсменов, где-то еще из чего-то. И очень много, например, в Краснодарском, Жарковском районе, там вообще представители не крымских татар, таких других регионах. Об этом можно посмотреть на их сайте, на их странице в Фейсбуке. Есть другое движение Крым, там еще будет по 1,5 человека там есть, которым хорошо живется сейчас, которые не замечают тех репрессий, которые происходят, они не замечают уничтожение крымско-татарского языка, крымско-татарской культуры, крымско-татарского культурного наследия. И вот это тот факт, когда они все такой, знаете, те люди, которые предлагают наш народ. Так, Заир, я прошу прощения, у нас очень плохо вас слышно. Я сейчас попрошу моих коллег перенабрать вас, да, вдруг связь окажется чуть получше, потому что я действительно слышу вас через слово. Для радиослушателей, которым тоже сложно было в это все прислушиваться, Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа, сказал о том, что есть ряд организаций, которые создаются, в них в основном, по его словам, участвуют коллаборанты или люди, которым сейчас комфортно в Крыму, но это организации, опять же его процитирую, в которых по 1,5 человека. А у нас на связи Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Здравствуйте, Евгения. Доброе утро. О, здесь связь прекрасная. Скажите, пожалуйста, вот эта идея с созданием ручных, я бы даже так их назвал, национальных движений на территории Крыма, причем эти все движения ярко выступают в поддержку действующего президента России Владимира Путина. Насколько массово это движение, насколько можно в него вовлекать людей и к чему оно приведет?
Ну, о массовости судить, наверное, сложно, не зная реальных цифр. Но судя по картинке, которую демонстрируют, наверное, оно не такое массовое, как хотелось бы россиянам, как хотелось бы власти российской прежде всего. Поэтому действительно это больше это показательное выступление. То есть создаются специально вот эти национальные объединения, которые демонстрируют, что это очень нужно опять-таки для российской власти. Это очень необходимо сегодня демонстрировать всеобщую, всенародную поддержку Владимиру Путину прежде всего. То есть в ходе предстоящих президентских выборов показывают, что абсолютно все национальности Крыма за Путина. И это особенно важно для России в том контексте, что сегодня появляется... Не только Украина об этом говорит, но уже и в Европейском парламенте, и в Организации Объединенных Наций говорится о том, что в Крыму нарушаются права людей, нарушаются права украинцев, нарушаются права крымских татар. И, собственно говоря, эти общины как раз и показывают, что ничего подобного, ничего никто не нарушает, что все прекрасно, что все очень любят Путина, и все будут за него, безусловно, голосовать, выражая ему свою поддержку. Вот отсюда и письма соответствующие, подметные, да, в поддержку, которые пишутся, и сборы подписей, и выступления всевозможные на телеэкранах. То есть все это такая красивая картинка, демонстрирующая единство, любовь, ну и всенародную поддержку в адрес России и ее действующего и будущего президента. Хорошо, вот мы говорили с Леонидом Кузьминым, который основатель и активист Украинского культурного центра в Крыму, и он говорит, что действительно есть, есть ощущения, да, есть результаты недоработки, например, украинских организаций, которые в Крыму существовали, да, украинская община, которая существовала там до аннексии. Вы согласны с тем, что там была недоработка, и как раз украинская община, ну, скажем так, пасовала в основном? Ну, наверное, да, потому что Крым, украинцы ощущали себя в Крыму, даже не ощущали, наверное, это неправильно было бы сказать, украинцы считались в Крыму титульной нацией, поэтому, наверное, им не нужно было прилагать больше усилий, допустим, чем крымским татарам, для того, чтобы быть едиными, для того, чтобы проводить определенную деятельность, направленную, да, на защиту интересов Украины, прежде всего в Крыму. Поэтому, возможно, и были определенные недоработки, связанные вот именно с этим. Но мне кажется, что дело тут не в том, что кто-то дорабатывал, кто-то не дорабатывал. Просто по результатам аннексии сегодня, наверное, все эти недоработки остались уже в прошлом. Сегодня нужно говорить о том, что делать для того, чтобы возвращать Крым, а не искать виновных, кто не доработал, кто переработал, соответственно, и смотреть на сегодняшнюю ситуацию для того, чтобы ее изменить. Хорошо. Вопрос к вам. Как вы считаете, вот эти организации, которые сейчас, украинская организация, украинская община в Крыму, крымско-татарские организации, подконтрольные Кремлю тоже, вот их заявления в поддержку действующей российской власти, они могут сыграть на международной арене, что вот действительно нет у нас никаких притеснений, или это история для внутреннего потребления в основном? Вы правы, это история для внутреннего потребления. На международной арене больше верят тем фактам, преследований, тем судебным процессам, которые происходят, чем вот подобным выступлениям некоторых активистов, которые рассказывают о том, что в Крыму все прекрасно. А вряд ли в Европейском парламенте или на заседании Генеральной Ассамблеи ООН будут смотреть на эти картинки, явно постановочные картинки, и говорить о том, что в Крыму нет никаких проблем, и все, что говорят правозащитники, допустим, украинские, прежде всего, и крымские правозащитники, и адвокаты, о том, что в Крыму происходит массовое преследование. Я думаю, что эта картинка необходимая России для внутреннего пользования, и, безусловно, сейчас Россия уже на внешний мир в плане вот как раз защиты прав человека работает не особо активно, она просто показывает скорее своему населению, что все хорошо, для того, особенно это актуально перед выборами. Что будет после выборов, это уже совсем другая история, и там посмотрим. Посмотрим, что будет. Останьтесь, пожалуйста, на линии. С нами сейчас еще на связи Заир Исмедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. Была плохая связь. Заир, давайте попробуем еще раз. Здравствуйте. Слышно ли меня? Да, доброе утро. О, вот теперь уже получше, да, связь просто лучше стала. Когда в прошлый раз мы с вами созвонились, вы сказали, что организации, так называемые крымско-татарские, созданные в Крыму сейчас, это организации, в которых, я так расслышал, по 1,5 человека, и настоящей поддержки среди крымско-татарского народа они не имеют. Но мы же видим, что есть большое количество, в том числе задержаний, судов, а там в один день было под 80 судов, в основном против крымских татар, да, это одна часть. А другая часть, что вот, оказывается, есть какие
какие-то крымские татары, которые поддерживают то, что сейчас происходит на территории Крыма. Как внутри народа это все происходит? То есть вот одновременное осознание, что вот тут есть такие же наши, условно, родственники, да, ну или представители одного с нами народа, но вот они другое мнение высказывают. Ну, народ нормально ориентируется в этой ситуации, народ прекрасно видит, кто какую позицию занял, кто рассказывает о том, как хорошо живется народу, хотя народу живется плохо, а он свои личные ощущения и впечатления где-то пристроил кто-то своего сына, где-то кто-то нашел себе теплое место, и ради этого, когда закрывает глаза на уничтожение и самого народа, и на уничтожение его культуры и языка, ну, это тоже люди видят. Сегодня ярким примером, вот помимо этих массовых задержаний, арестов, обысков и судов, есть другой факт, когда вообще уничтожается крымско-татарское материальное культурное наследие. Это то, что должно было быть стать, скажем, достоянием международного сообщества. ЮНЕСКО должно были в памятник включить этот ханский сарай, ханскую мечеть. Сегодня ее идет уничтожение, а эти лицемеры рассказывают, что там все идет в рамках, так говорится, в рамках положенного, в рамках нормы. Точно так же, когда людям не дают даже свободно посещать мечети, сейчас вот я смотрю, что происходит в Китае по отношению к уйгурам. Это вот эта перспектива, то, что придет к нам, когда пятничные проповеди будут писать сотрудники силовых структур, а имамы будут просто это оглашать. То есть кругом идет давление, уничтожение всего крымско-татарского. И если эти люди молчат об этом, если они думают, что в свое время подарили какую-то мифическую колыбель, сегодня рассказывают, что им уже хорошо, ну, народ разбирается. Народ разбирается, хорошо. А вот, да, последний, наверное, к вам вопрос. Обычно крымские татары, ну вот я давно наблюдаю за ходом избирательных кампаний, еще там с начала 2000-х, например, да, и крымские татары голосовали не так, в основном, как голосовали, например, остальные жители Крыма. Напомню, что там всегда была такая яркая проукраинская позиция у крымско-татарского народа. Есть ли понимание, будут ли крымские татары принимать участие в выборах 18 марта, и, скажем, а если нет, то не обернется ли это еще новыми проблемами? Ну, в любом случае, иди ты на выборы, голосуй ты за ту кандидатуру, которую они обозначили, голосуй за другую. Результат будет одинаковый, потому что это политика государства российского была уничтожение крымско-татарского народа. Потом эта политика повторилась во времена Советского Союза. Сейчас она повторяется уже в новых реалиях. Поэтому крымские татары в большинстве своем просто не пойдут на эти выборы, понимаешь всю бесперспективность этой затеи. Вынужденные люди, те, которые работают там в бюджетной сфере, где-то еще что-то, ну, какая-то часть, конечно, примет участие в выборах, но большинство крымских татар не будет участвовать в этом шоу. Большинство крымских татар не будет участвовать в этом шоу. Спасибо огромное. Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. И у нас еще на связи есть Евгения Горюнова, насколько я помню. Как вы считаете, вот украинское население, этническое украинское население Крыма будет как-то активно участвовать в выборах 18 марта? Но опять-таки здесь все зависит от того, насколько комфортно живется украинцам в Крыму. То есть те, которые нашли себе теплое место, представители, конечно, украинской общины, они однозначно пойдут на выборы под эфирами телекамер, возможно, там в веночках, даже соответствующей атрибутикой. А, безусловно, те, которые находятся в совсем ином положении, те, которые страдают от российского присутствия, они на выборы, скорее всего, не пойдут, но если не будет определенных каких-то, если эти люди не работают в тех структурах, которые будут их принуждать. Которые их принуждают. Спасибо огромное. Евгения Горюнова, крымский историк и политолог, была с нами на связи, а мы с вами услышимся в следующей части нашей программы. Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. Прихожане мечети объявили голодовку. Крымские коммунисты просят Путина дать ветерану квартиру. 3 украинских военных пострадали на Донбассе, далее подробно. В Симферопольском микрорайоне Стрелковое 4 февраля активисты Поляны протеста объявили массовую голодовку, цитирую, «против произвола крымских властей». Об этом заявил активист Ринат Шеймарданов во время митинга против сноса домов и мечети. Мы объявляем о начале массовой голодовки протеста против произвола крымских властей и требуем встречи наших делегатов с президентом России. Первым о голодовке объявил один из организаторов протеста Фазил Ибраимов, который обеспокоен тем, что обращения к Путину не попадают по назначению, а передаются местной крымской власти. Он уточнил, что собирается голодать до тех пор, пока президент России не примет и не выслушает активистов. Депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского горсовета от российской партии КПРФ Степан Кискин обратился за помощью к главе Русской Православной Церкви патриарху Кириллу с просьбой помочь ветерану Второй мировой войны Ивану Яковенко получить квартиру. Об этом сообщает пресс-служба депутата. В своем обращении Кискин отметил, что ветерана переместили в очередь за получение квартиры со 183 на 1217 место. Сегодня в Брюсселе запланирована встреча представителей Европейского Союза и Грузии, во время которой намерены проверить состояние двухсторонних отношений и оценить прогресс, достигнутый в осуществлении их соглашения об ассоциации. Как сообщает Радио Свобода, премьер-министр Георгий Квирикашвили возглавит грузинскую делегацию. Грузия уже давно добивается более тесных связей с ЕС, несмотря на постоянные усилия Москвы, направленные на увеличение своего влияния среди постсоветских государств, включая Грузию. 3 украинских военнослужащих пострадали в течение суток 4 февраля на Донбассе. Как сообщает пресс-центр штаба украинской военной операции, 2 бойцов ВСУ были ранены из-за обстрелов, поддерживаемых Россией боевиков. Еще один военный получил боевое травмирование. Сообщается, что всего боевики в воскресенье совершили 5 обстрелов позиций ВСУ. В группировках ДНР и ЛНР о боевых действиях 4 февраля пока не сообщали. И о погоде. В Крыму сохраняется температура -1 градус, на Чонгаре и в Новоалексеевке также 1 градус мороза. В студии был Андрей Гевко. Слушайте второй блок с Павлом Новиковым. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право писать комментарии под нашими видеотрансляциями в Фейсбуке и Ютубе. Собственно, это могут делать все люди, которые смотрят наши видеотрансляции на Фейсбук и Ютуб. Также у нас есть Твиттер «Радио Крым Реалии». Вы туда можете присылать нам свои темы, которые вы предложили бы нам сделать. Номера телефонов 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан. Звонки сюда бесплатны. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. А мы начинаем следующую получасовку и будем говорить о делах судебных. Украинская Высшая Рада правосудия ликвидировала крымские суды. Начинаем. Тема дня. Итак, дела судебные у нас в этой получасовке. Привлекут ли к ответственности украинских судей, уже бывших украинских судей, которые после аннексии Крыма остались работать на полуострове? Изменится ли обстановка в Крыму после решения Верховного Совета правосудия Украины об остановке работы всех судов полуострова? Как крымчанам можно использовать это решение Верховного Совета для защиты своих интересов и прав в международных организациях? Все это обсуждаем с вами в течение ближайших 25 минут. Напоминаю еще раз номера телефонов, по которым вы можете нам дозвониться. 8 800 10 06 926 это номер для крымчан. 8 800 10 06 926. И номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Но сначала сюжет, который подготовили на Радио Крым Реалии. Крым в центре внимания.
Украинские суды в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса должны прекратить свою работу. Об этом сообщили в Высшем Совете правосудия. На официальном сайте ведомства уже появилось соответствующее решение, подписанное главой Совета Игорем Бенедисюком. Прекращена работа 36 судов в Крыму, 31 суда в Донецкой области и 17 судов в Луганской области. На решение уже отреагировал глава Комитета по законодательству подконтрольного Кремлю Крымского парламента Сергей Трофимов. Он заявил, ликвидация судов является показателем того, что украинские власти якобы признают российскую принадлежность Крыма. Фактически, наконец-то наступает у некоторых руководителей Украины озарение, что все-таки надо смириться с теми вещами, которые имеют место быть. Зачем создавать и содержать штат определенный, который задействован на Севастополь, на Республику Крым, если фактически этот орган государственной власти этой территории уже никогда управлять не будет? Нет смысла тратить лишние деньги на те территории, которые не находятся под контролем и управлением. В Крыму действует своя система судов и правоохранительных органов. Согласно украинскому законодательству, судьи, которые за решение Высшего Совета правосудия лишились своей работы, должны без конкурса перевести в суды того же уровня. По данным Верховного суда Украины, в марте 2014 года в Крыму работали 492 украинских судьи. После аннексии 276 из них переприсягнули России и продолжили свою работу. В Украине их лишили судейского иммунитета и начали увольнять в массовом порядке. Крым в центре внимания. А я напоминаю, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем сейчас судебные дела, а в частности закрытие судов, которые существовали еще до аннексии Крыма, да, и сейчас их юридически, скажем так, ликвидировали. С нами сейчас на связи Оксана Лысенко, спикер Высшего Совета правосудия Украины. Оксана, доброе утро. Доброе утро. Скажите, вот фраза, которую вот только что вы слышали в сюжете, о том, что ну вот, наконец-то некоторые руководители Украины понимают, что этой территорией Украина сейчас де-факто не управляет, и поэтому зачем же тратить лишние деньги на содержание вот той инфраструктуры и судов, которые были в Крыму. Действительно этим продиктовано или почему сейчас принято решение о закрытии этих судов? В первую очередь я категорически не согласна с теми оценками, которые прозвучали, и с теми фразами, которые были сказаны в отношении крымских судов. Речь не идет и никогда не шла о ликвидации судов. Было принято решение приостановить их работу. Это совершенно разные вещи. Более того, в указе президента о ликвидации и создании судов, принятом в прошлом году, все указанные вами суды сохранились. То есть, когда только будет предоставлена такая возможность, суды возобновят свою работу, в том числе и на этих территориях. Так, это важная деталь. Итого, суды, значит, крымские не закрыты, а приостановлены. Как только будет возможность для начала их работы, они сразу же начнут работать, в том числе и на территории Крыма, как только это случится. Я правильно понимаю? Вы правильно поняли решение Совета. Хорошо, а тогда скажите, почему только вот уже в конце 2017 года это произошло, или даже в начале 2018, а не там, я не знаю, в 2014-2015? Высший Совет правосудия принял это решение, потому что впервые такой механизм был введен в наше законодательство в 2016 году, в конце его, когда были приняты соответствующие изменения в Конституцию и законодательство о судоустройстве, называемое судебной реформой. До этого механизма действий в подобных ситуациях не было. И страна решала проблему судей, аппаратов судов, работы судов, в тех законодательных условиях, которые были. Как вы знаете, в 2014 году, уже когда понятно было, что из-за боевых действий суды не могут осуществлять свою работу, именно Совет судей взял на себя принятие решения о прикреплении судей этих судов к другим судам на территории Украины. Все судьи, кто высказал желание работать в других судах, смогли это сделать. Но в течение нескольких лет возникали проблемы с оплатой юридического характера, с оплатой работы судей. И поэтому было принято изменение в законодательство, принят механизм приостановления работы судов. Приостановление есть. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот тот факт, что около половины
судей, которые работали на территории Крымского полуострова, переприсягнули Российской Федерации. Там я считал в процентах, что-то даже порядка 53 или 4% получается. Это означает, что Украинский Высший Совет Правосудия не дорабатывал до 2014 года. И вот как это сейчас оценивается внутри судейского корпуса? Это решение было принято самими судьями. Мы не влияли на это решение. Многие судьи перешли сразу же на работу в органы власти, так называемые органы власти на этих территориях. И я хочу сказать, что с 2015 года Высший Совет Правосудия дал очень жесткую оценку действиям судей, которые, не прекращая, не выходя из статуса судьи Украины, начали сотрудничество с так называемыми судами на территориях аннексированного Крыма и оккупированных временно территориях. И Высший Совет Правосудия с 2015 года принял решение об увольнении. Так, у нас, по-моему, прервалась связь, или я, по крайней мере, не слышу. Оксана, вы все еще с нами? Да, нет связи. Мы сейчас попытаемся восстановить связь. Я напоминаю, с нами на связи была Оксана Лысенко, спикер Высшего Совета Правосудия Украины. Она объяснила, почему решение о приостановлении работы крымских судов не было принято раньше, потому что не было соответствующего законодательного поля, а суды не могут выходить за рамки, собственно говоря, украинского законодательства. И вторая часть, что, соответственно, судьи, которые... Вот Оксана уже с нами на связи, да? Да, продолжайте, пожалуйста. Вы говорили о том, что случилось с судьями, которые изменили присяги и перешли на работу в оккупационную власть. Я считаю, что мы все должны осознавать, что это было решение самих судей остаться, работать с так называемыми органами власти на временно оккупированных территориях Украины. И действиям этих судей Высший Совет Правосудия дал очень жесткую оценку. С 2015 года около 400 судей Крыма были уволены за нарушение присяги. Вот такая оценка была дана их действиям, потому что они не прекратили официально статус судьи Украины и при этом начали сотрудничество с властями оккупированных территорий. Хорошо, а есть ли какая-то особенность судоустройства даже в этих, условно говоря, приостановленных, да? Есть ли уже, я не знаю, там структуры, есть ли какие-то особенности, как будет разворачиваться деятельность судебной власти в момент, например, возвращения Крыма в состав Украины? Хотя бы планы такие проработаны или это слишком далекая перспектива? Эти планы прорабатываются сейчас в Государственной судебной администрации, где формируется новая сетка судов и принимаются решения об организации работы судов, в том числе и на территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Крымчане могут каким-то образом защищать свои права в украинских судах? Я понимаю, что это можно делать, например, в Херсонской области, но есть ли какая-то специфика именно судебной защиты крымчан? При том, что суды на их территории, там же есть какая-то часть дел, в которых по месту проживания заявителя. Вот сейчас как с этим? Парламентом было принято специальный закон, который регулирует вопросы судопроизводства и подсудности дел, рассматриваемых раньше на территории Крыма. Эти вопросы урегулированы. Эти вопросы урегулированы. В 2014 году. Да. Ну что ж, спасибо огромное за такие исчерпывающие комментарии. Оксана Лысенко, спикер Высшего Совета Правосудия Украины, была с нами на связи, объяснила механику о том, что крымские суды были не ликвидированы, а их деятельность приостановлена. Это все было частью судебной реформы. И Высший Совет Правосудия вынес решение относительно всех судей, которые, не выходя из статуса судьи Украины, начали сотрудничать с подконтрольными России властями в Крыму. А у нас следующее телефонное включение. Владимир Василенко, украинский юрист-международник, бывший судья Международного уголовного суда, сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Владимир. Добрий день. Я колишній суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії.
а не Міжнародного кримінального суду. Спасибо за это уточнение. Спасибо за это уточнение. Вопрос у нас рассматриваем сейчас: приостановление деятельности украинских судов на территории Крыма, ну и, соответственно, в тех районах Донецкой и Луганской области, которые Украина сейчас не контролирует. А также перспективы вот для крымчан, например, нас сейчас больше они интересуют с точки зрения защиты своих прав в международных судах в том числе. Насколько сейчас сложно, несложно, много ли исков и какова эта практика? Ну, у мене немає даних про кількість позовів, але громадяни, які опинились на тимчасово це не неконтрольовані Україною, це тимчасово окуповані російським агресором території України. Це Крим і частини Донецької і Луганської областей. Так от, відповідно до міжнародного права, на державу-окупанта лягає відповідальність за забезпечення прав людини і життєзабезпечення на окупованих територіях. От якщо мають місце ці порушення, не виконує держава-окупант свої зобов'язання, то тоді громадяни цих територій мають право звертатися до судових інстанцій, насамперед на тих територіях, де вони проживають. Там функціонує влада окупанта, і наївно говорити про те, що там існує якась українська судова система. Це неможливо, фізично неможливо, тому не треба себе дурити. А жителям окупованих територій треба рекомендувати звертатися в ті суди, які там реально функціонують. І якщо вони одержують відмову в захисті своїх прав, то тоді звертатися до Європейського суду з прав людини. О Европейском суде по правам человека. Обычно дела там рассматриваются, точно несколько лет. Я знаю, что уже есть много исков, в том числе от крымчан. То есть мне тоже неизвестно их точное количество, но это в данном случае не принципиально. Но по сути же мы видим, даже по новостным лентам, что в Крыму своя какая-то особенная система, которая отличается даже от системы правосудия в России. Хоть Россия и утверждает, что на территории Крыма работает ее правовая система, где людей, я не знаю, там, людей могут арестовывать и судить за наличие украинского флага, да, хотя в той же Москве люди спокойно могут выйти на улицы с украинскими флагами. То есть все отличается. И, по сути, правовая система... Я не думаю, що в Москві вони можуть вільно вийти з українським прапором. Там їх все одно поб'ють, репресують і візьмуть на обліку ФСБ. Я ще раз підкреслюю, що реальний шлях – це, тут ще є один момент – мобілізувати міжнародну правозахисну спільноту, звертатись до управління комісара з прав людини в Женеві, вимагати функціонування місій спостережних ОБСЄ, ООН і привертати увагу міжнародної спільноти до ситуації, крім індивідуальних скарг. Тобто має бути досягнутий такий, я би сказав, кумулятивний ефект. Це зусилля самих громадян, які постраждали і права яких порушені. І зусилля, звичайно, і української влади, український омбудсмен має право і обов'язок контролювати, здійснювати моніторинг ситуації на окупованих територіях і, в свою чергу, вимагати від Російської Федерації, вимагати від міжнародної спільноти відповідних заходів і так далі. Оскільки лише тиск, міжнародний тиск на Росію, посилення санкцій щодо Росії є реальним шляхом для забезпечення прав людини на окупованих територіях і для припинення взагалі агресії, припинення окупації територій, які незаконно були загарбані агресором.
Последний вопрос к вам. Скажите, вот было решение российских властей о том, что запрещена деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Это специфический орган самоуправления народа. Он существовал много лет. Вот недавно столетие созыва первого Курултая было, то есть это давняя история, да? Есть решение Международного суда о том, что нельзя запрещать. И Россия неправомерно запретила деятельность Меджлиса, но, тем не менее, даже после решения Международного суда Россия не восстановила в правах Меджлис. То есть, по сути, нарушения продолжаются. Сколько могут длиться такие разбирательства? І як в этом случае действовать? Ну, знов-таки, навіть якщо буде остаточне рішення Міжнародного суду, в якому буде постановлено, що Росія має відновити діяльність Меджлісу, вона цього не зробить. І якраз саме і те поведінка Росії сьогодні у відповідь на рішення, проміжне рішення Міжнародного суду, це яскравий доказ. Тому знов-таки я підкреслюю, що єдиний засіб примусити Росію поважати міжнародне право, відновити міжнародний правопорядок, забезпечити захист прав людини на окупованих територіях – це посилення санкцій проти Росії. І з цим треба звертатися до міжнародної спільноти. Оці порушення вся, які відбуваються на окупованих територіях, це додаткова підстава для посилення санкцій. Але про це треба системно і постійно інформувати міжнародну спільноту. Це перше. Друге, влада України повинна також розробити системну політику санкцій щодо Росії. І кумулятивний ефект від цих санкцій, лише це дасть змогу врешті-решт вирішити ситуацію. Росія розуміє лише силу права сили, а не силу права, разумеете? Да, ясно. Спасибо большое за ваш комментарий. Владимир Василенко, украинский юрист-международник и бывший судья Международного уголовного трибунала по Югославии, был с нами на связи. Спасибо за комментарий. Основная мысль состоит в том, что на Россию могут подействовать только кумулятивный эффект и обращение в международные организации. А у нас на связи есть радиослушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, это вы мне? Да, Алло. слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Я звоню из Крыма как раз по теме Международного суда. Я в Крыму не брала никаких документов, потому что я считаю это все незаконным. Ну, естественно, все вот эти вот репрессии, что нельзя ни в поликлинику обратиться. Я пенсионерка, инвалид. Вот, я не могу даже в поликлинику обратиться. Мне не выплачивают пенсию, мне вообще ничего. Даже перевод на почту нельзя получить украинским паспортом, понимаете, без российских документов. То есть никто и звать меня никак. Вот, я обращалась в 2016 году. То есть обращалась к адвокатам. По звонку тоже звонила вам, меня связали с адвокатами. Вот, прошел суд, значит, здесь в Крыму, прошел апелляционный суд, потом документы уже должны были в январе 2017 года должны были отправить в ЕКЧ. Ну и до сих пор никакого движения нет. Ну, то есть уже прошел, по вашему делу уже прошло больше года и нет никакого движения. Да, это, собственно, тот вопрос. Спасибо вам за звонок. Да, то есть документов в ЕКЧ не передают. Вот, это тот вопрос, который я пытался задавать судье о том, что сами даже процессы, которые происходят в Европейском суде по правам человека, вот как вы его назвали, ЕСПЧ сокращенно, это не быстрая процедура, даже если человек прошел все национальные суды. Более того, на моей памяти, вот раньше эти дела занимали, точно около 3-4 лет после прохождения всех внутренних судебных инстанций в стране, и только потом 3-4 года, и было решение Международного Европейского суда по правам человека. То есть это очень длинная история, хотя мне уже говорили эксперты, что сейчас Европейский суд в приоритетном порядке рассматривает украинские дела и делает это чуть быстрее, но все равно чуть быстрее это все равно годы. По крайней мере, такая информация у меня.
Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, это радио Крым Реалии. Мы сейчас обсуждаем идею с приостановлением, не идею, а факт приостановления действия крымских судов. Напомню, о чем уже говорили. Первое, это суды не закрыты, а приостановлена их деятельность. Разрабатывается система возвращения системы судоустройства на Крымском полуострове в момент его возвращения под контроль Украины. И, соответственно, судья Владимир Василенко сказал, что единственный способ влиять на Российскую Федерацию и на нарушение прав человека в аннексированном Крыму — это совместная деятельность, и, как он сказал, это кумулятивный эффект от деятельности правозащитников, международных организаций и украинской власти. А у нас на связи Сергей Шаров-Делоне, российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая». Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Вопрос. Вот решение о приостановке действия крымских судов сейчас, то есть понятно, что они и так не работали, потому что физически не могли осуществлять правосудие на территории, которую Украина не контролирует. Это повлияет как-то на, я не знаю, на возможности защиты своих прав крымчанами в международных судебных инстанциях? Ну, у этой истории есть два момента. Первый момент, что, конечно, никак это не повлияет на возможности защиты прав жителей Крыма в настоящую секунду. Ну, вот в реальных судах, в тех реальных, так сказать, в кавычках судах, которые сейчас организованы на территории Крыма оккупационными властями Российской Федерации. На это, конечно, никак не повлиять, это решение не может. Ну, тут таковы реалии, потому что суды, которые, вот опять говорю, в кавычках суды, которые сейчас в Крыму, даже по российским меркам, а надо понимать, что российские мерки — это 3% оправдательных приговоров по уголовным делам вообще. 3%. 3 дела из 1000. Вот. То даже по российским меркам крымские, так сказать, суды — это нечто совершенно запредельное. Но, кстати, вот об этой, извините, что перебиваю, но об этой запредельности. Действительно, как складывается, что вроде бы одна правовая система, ее можно критиковать, она может быть там хорошей, плохой, но она, по крайней мере, одна единственная, да? Но почему на территории Крыма она работает совершенно по-другому? Я сталкивался с этими историями, когда, ну вот есть кейс Балуха, который просто сидит просто за то, что у него украинский флаг, но тем не менее, например, в крупных российских городах, в той же Москве, люди появлялись даже на митингах с украинскими флагами, по крайней мере, за это не арестовывали. То есть почему настолько жестче даже суды и правовая система работает в Крыму? Очень просто. Почему? В Москве и в России вообще те дела, которые воспринимаются как политические, знаете, как политический заказ, ровно такие же. Другое дело, что в Крыму, в силу нам понятных с вами причин, прекрасно, что это оккупированная территория, которую надо доказать, что она вроде как своя, все дела, касающиеся, ну, минимальной общественной активности, принимаются как политические, а потому к ним идут таких методов. Ну, скажем, у нас дела по митингам, вот по нарушениям на митингах, если уж они доходят до уголовного дела, рассматриваются так же. Просто здесь доходят все, а в Москве и в других городах России это выборочно, так только чтобы напугать людей чуть-чуть. Ага, в этом разница. Хорошо, и вы начинали говорить о том, что прямо сейчас вот эта история с приостановлением действия украинских судов Крыма никак не повлияет на возможности защиты своих прав крымчан, но в международном контексте, и дальше я вас перебил, прошу, продолжайте. Да, в международном контексте, безусловно, это абсолютно правильное решение, потому что, ну, поймите, что всегда возникает, это некая, конечно, декларация. Декларация очень однозначная, очень четко говорящая о том, что Украина снимает с себя ответственность на это время, на время оккупации, ответственность за неправедные суды. Потому что покуда там был суд, всегда возникал такой, ну, безусловно, чисто казуистический вопрос. Но почему вы не обращались в украинские суды, раз они там формально работают? Вот. Сейчас Украина приостановила действие судов по понятным совершенно причинам невозможности работать. И это, конечно, повлияет на позицию Европейского суда по правам человека, который и так, в общем-то, надо сказать,
вполне объективно рассматривать, насколько я понимаю, крымские дела, да, им приоритет и так далее, и так далее. И последний к вам вопрос. Вот нам звонила слушательница, которая как раз сетовала на то, что вот уже больше года назад, а она с украинскими документами и российского паспорта в Крыму не получала, и вот уже больше года как отправлены документы, и никаких ответов. Вот тот факт, что... Я могу сказать следующее, что у нас по российской практике 4-5 лет это нормальный срок рассмотрения, к сожалению. Правда, сейчас у нас тоже Европейский суд по большому кругу дел внутри российских, не касающихся Крыма, тоже ввел приоритет или есть пилотное решение, он рассматривает в соответствии с пилотным, и резко сократили сроки подачи, сроки реального рассмотрения. Скажем, моя собственная жалоба за 10 суток отсиженных после митинга была коммуницирована в течение 2 лет. Это просто невероятная скорость. 2 года невероятная скорость. Спасибо огромное. Сергей Шаров-Делане был с нами на связи, руководитель организации «Русь сидящая». Продолжим через несколько секунд. Новости в эфире «Радио Крым. Реалии». Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. Конгресс США настоит на публичности закрытого списка кремлевского доклада. Российские военные обстреляли мирные кварталы в Сирии СМИ. У судна «Берг» в Феодосии откачают топливо. Далее подробно. Конгресс США будет настаивать, чтобы закрытая часть так называемого кремлевского списка была обнародована. Такое мнение высказал российский политический эксперт, один из авторов меморандума о критериях отбора к кремлевскому списку Андрей Пьянтковский. Важность закрытого списка подтвердил и эксперт Института Катона Андрей Ларионов. В то же самое время, в ночь с 29 на 30 января, администрация передала в Комитеты Конгресса Соединенных Штатов Америки так называемый закрытый доклад. Документ, который передан в Конгресс в закрытом виде, очень похож на тот документ, над которым администрация работала в течение 6 месяцев. 30 января Министерство финансов США обнародовало так называемый кремлевский доклад, список приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. Российские истребители увеличили число ударов по удерживаемым повстанцам городам в сирийской провинции Идлиб после того, как они сбили российский Су-25. Об этом сообщает Reuters. Как отмечает издание, свидетели сообщают, что под удар попала больница в Маарет-аль-Нуумане, а на видеозаписях, предоставленных спасателями, видно, как из разрушенного здания больницы на носилках выкатывают детей. Также сообщается о гибели 5 человек при авиаударе по жилому зданию в Кафр-Нубле. В городе Идлиб, столице провинции, по свидетельствам очевидцев, было разрушено как минимум одно 5-этажное здание, в результате чего, вероятно, погибло не менее 15 человек. В результате воздушных ударов, нанесенных в субботу после падения российского самолета в Хан-Су-Субли, в этом селе погибли по меньшей мере 10 человек, включая детей. В Феодосии из Новороссийска прибыл пожарный буксир, который будет откачивать топливо из танкового сухогруза «Берг». Об этом сообщил в эфире телеканала «Первый Крымский». Прокуратура АРК и Министерство иностранных дел Украины пока не комментировали сообщение о заходе иностранного судна в закрытый порт Керчь и присутствии украинских граждан среди членов экипажа сухогруза. В Киеве несколько десятков активистов выступили против организации национальной дружины, сообщает Радио Свобода. Митингующие прошли маршем от Контрактовой площади до Почтовой с лозунгами «Нет насилию, национальной дружине не зачет». 28 января в Киеве участники организации национальной дружины приняли присягу на верность и служение украинскому народу. И о погоде. В Крыму сохраняется температура -1 на Чонгаре, в Новоалексеевке, также 1 градус мороза. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, что с вами работает радио «Крым Реалии», и вы можете нам звонить по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для крымчан, звонить на него можно бесплатно. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Вы можете смотреть наши трансляции в Фейсбуке и Ютубе, сейчас они уже запущены, я вижу многие комментарии. Вот, например, кто-то пишет: «Нет моста, что вы». Вот, собственно, о Керченском мосте будем говорить в ближайшие 25 минут. Дело в том, что из-за его строительства появляются и уже появились на самом деле убытки у украинских предприятий, которые находятся на Азове. Вот эти все детали сегодня с вами и обсудим. Тема дня. Итак, строится через Керченский пролив так называемый Керченский мост. И как это строительство уже изменило логистику украинских портов в Азовском море, какие проблемы могут возникнуть у украинских предпринимателей из-за строительства Керченского моста. Это все мы обсуждаем в течение ближайших, повторюсь, 25 минут. Напоминаю, что вы можете нам звонить, писать комментарии и писать также в Твиттер, если предлагаете какие-то темы программ. А сейчас сюжет, который подготовили мои коллеги. Крым в центре внимания. Строительство России моста через Керченский пролив принесет убытки морским портам Украины. Из-за слишком узких проходов между арками суда водоизмещением более 18 тысяч тонн не смогут пройти под конструкцией. Соответственно, доступ к портам Азовского моря для них заблокирован. По правилам российского Минтранса суда должны быть не более 160 метров в длину и 33 метров в высоту. Суда класса «Панамакс», которые загружались и в Мариуполе, существенно превышают установленные стандарты. Вместо одного судна класса «Панамакс» владелец груза теперь должен фрахтовать несколько в ущерб своим финансовым интересам. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян убежден, своими действиями Россия старается нанести вред економіці України. Ці всі дії мають одну мету – дестабілізувати морські порти України, Бердянськ і Маріуполь. Те, що робить Росія, в черговий раз показує, що вони наплювали на міжнародне право, на будь-які свої зовнішньополітичні і інші зобов'язання, вони роблять, що хочуть. Керченський міст стає не просто обмежувачем штучним, це і політичний інструмент для регулювання проходження суден. Кроме того, Омелян заявил, если Россия все-таки запретит проход судов, то в будущем будет обязана выплачивать репарации и контрибуции не только Украине, но и другим странам, чьи интересы от этого пострадают. Сейчас в Министерстве инфраструктуры Украины собирают всю информацию о правонарушениях России в Азовском море и готовят иск в Международный трибунал ООН по морскому праву. В Крыму уже отреагировали на угрозу иска. В частности, заместитель главы российского правительства Крыма Дмитрий Полонский считает, он может быть выгодным для России. Я считаю, что властям Украины не стоит ограничиваться только этими исками, но и подать в суд на Россию за космические запуски, за разработки в высокотехнологических областях и вообще. По каждому шагу российского правительства надо подавать иск, тем самым активно пропагандируя и популяризируя эти достижения. О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014-го. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию летом 2019-го. Крым в центре внимания. Не только Крым в центре внимания, потому что из-за строительства Керченского моста действительно терпят убытки, например, экспортеры украинские. У меня есть цитата советника руководителя администрации Мариупольского морского торгового порта Валерия Барского. Он не скрывает, что мост отрезал Мариуполь от рынков сбыта. В пример приводит стальные плиты, из которых можно выпускать корпуса автомобилей или там корпуса стиральных машинок, любой бытовой техники. Раньше их поставляли по всему миру. Из Мариуполя сейчас суда, которые фрахтуются, корабли, да, и могут проходить под арками Керченского моста, позволяют поставлять их только в Европу и Северную Африку. Давайте услышим Валерия Барского. В Мариупольском порту, если 5 лет назад доля таких судов составляла 8%, 7-8%, то в прошлом году, в 2015, доля таких судов в 2016 была уже 30%. И такой рост продолжался бы, если бы не были введены ограничения по проходу Керченского пролива. Чем больше судовая партия, тем дешевле фрахт, соответственно, дешевле перевозка. А после кризиса 2008 года все экономики, все бизнесы ищут, как удешевить
тот или иной бизнес. Для Мариупольского порта это большой удар, скажем так, неожиданный удар. Еще 3 года назад, когда были какие-то контакты и связи с кирчанами, то озвучивалась высота строительства моста в 45 метров. Поэтому мы были спокойны, что до 45 метров Panamax может пройти, и мы спокойно продолжали заниматься своим терминалом, своими проектами. Но когда были озвучены ограничения в 33 метра, это оказалось большой неожиданностью, неожиданным ударом для нас и непоправимым. Это непоправимый урон для всего Азовского моря, для судоходства по Азовскому морю. То есть теперь большие суда не смогут зайти в принципе в Азовское море. Это нарушение международных конвенций, и с этим вопросом нужно выходить на международный уровень и решать его. Что произойдет дальше? Переделывать, перестраивать его будут. Мост еще строится. Поэтому этим нужно заниматься не сегодня, а надо было заниматься еще вчера. Вот такое мнение было советника руководителя администрации Мариупольского морского торгового порта Валерия Барского. Большие корабли, по сути, уже не могут. Корабли класса Panamax. Panamax — это корабли, которые способны проходить Панамский канал. Вот чтобы объяснить всем нашим радиослушателям, класс таких судов, они большие. И действительно, поскольку перевозка по морю — это один из самых дешевых типов транспорта, то чем больше ты груза можешь на одном корабле перевезти, тем дешевле, в конце концов, доставка каждой тонны или каждой единицы этого самого груза. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926 из Крыма, звонки бесплатные, или с территории материковой Украины 044 490 2905. Обсуждаем убытки, которые несет Мариупольский порт, да и, собственно, украинские экспортеры, которые могли что-то поставлять и из азовских портов. И сейчас с нами на связи Валерий Черкаска, соучредитель компании портового оператора «Агрия». Валерий, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, вот было сообщение, ну, точнее, была информация о том, что чем больше корабль, соответственно, чем больше судна, тем дешевле стоит, в конце концов, на нем перевозка каждой единицы груза или каждой тонны груза. О каких объемах потерь сейчас может идти речь из-за того, что в Азовское море, по сути, не могут заходить большие океанские корабли? Ну, действительно, и порт Мариуполь, и порт Бердянск получил непоправимую потерю, и сегодня мы не сможем отгружать большие суда. Как известно, порт Бердянск также находится в Азовском море, и мост высотой 35 метров не даст возможность заходить крупнотоннажным кораблям в порт Бердянск. Сложно оценить потери, потому что из года в год рынок меняется. Сегодня фрахт судна в этом маркетинговом году был увеличен за счет высокой урожайности в России и в Украине. Как будет в следующем году, неизвестно. Но одно можно сказать, что есть сегодня ограничения, которые преодолеть практически невозможно. Чем больше тоннажность судна, чем больше дедвейт судна, тем меньше и дешевле фрахт. Порт Бердянск сегодня максимум грузит 15-16 тысяч тонн в одно судно зерновых, и больше мы уже такой возможности не имеем, так как судно не сможет пройти Керченский пролив. Хорошо, если это 15-16 тысяч тонн, то сколько грузили раньше? Насколько это объемы отличаются? Были случаи, когда соответствующие корабли заходили на 20 тысяч тонн и дальше загружались в портах Черного моря, это панамаксы. И эта тенденция была нарастающая, потому что, как правильно сказал мой коллега из Мариуполя, чем дешевле фрахт, тем и выгоднее экономически перевозчикам заниматься этим видом бизнеса. К сожалению, мы уже ограничены высотой судна, шириной и длиной, исходя из тех параметров, которые сегодня есть. И поэтому сегодня это может выражаться в десятках миллионов долларов ежегодных потерь бизнеса Украины по отношению к внешнему миру. Хорошо, а есть ли какие-то возможности? Я просто помню, когда мы разбирали историю, как Керченский мост вредит экологии, там, Керченского пролива, Азовского моря, Черного моря, да, там были детали разные. Но там была в чем коллизия, что Россия считает, что это строительство происходит на ее суверенной территории, и поэтому она не должна ни с кем согласовывать, да? Украина считает, что это ни в коем случае не внутреннее дело Российской Федерации, а, соответственно, нарушение международных норм. И вот с мостом, с точки зрения там, транспортной логистики, корабельной логистики, по-моему, то же самое. Что можно сделать? Какие международные организации могли бы повлиять на это? Возможно ли что-то?
Ну, я не юрист-международник, но точно могу сказать, что мы считаем, что это международное право, это морская конвенция нарушена, Организация Объединенных Наций. И тут нужно вернуться к вопросу демаркации границ. Была ли она в свое время проведена? И, конечно же, если мы считаем, что Крым – это аннексия, то и дальше последующие все действия, следующие в том числе и по Керченскому мосту, являются незаконными. Безусловно, я поддерживаю Министерство инфраструктуры, которое заявляет о необходимости обращения в международные инстанции судебные и решать этот вопрос на уровне международных инстанций. Хорошо, какие это могут быть решения? Это просто экономическая компенсация, я не знаю, репарации или требования о том, чтобы мост был переделан? Вот как вы, именно как портовый оператор, как вам было бы правильнее всего с вашей стороны? Ну, исходя из того, что сегодня уже есть, наверное, логичнее всего говорить о экономической компенсации. И второй аспект, кроме технического и инженерного, который здесь нужно затрагивать, это стоимость прохода через Керченский пролив. Это куда эти средства будут направляться, так как еще немаловажный аспект. Некоторые компании мирового уровня вообще отказались работать с Украиной по территории Азовского моря, так как при прохождении Керченского пролива взимается определенная оплата, и она идет куда? Идет на аннексированный Крым. Эта территория является непризнанной территорией, аннексированной, и как следствие эти компании несут риски. Ну да, и фактически не могут официально заплатить, поскольку территория под санкциями. То есть даже оплатить этот проход, по сути, по-настоящему, с точки зрения закона, наверное, невозможно. Абсолютно верно. И вот я бы на этом акцентировал внимание на сегодняшний день, так как мост уже по сути стоит, ограничения уже есть, и мы на сегодня уже видим, если посмотреть на трафик прохождения судов, какие, извините, пробки возникают при прохождении судов, и какая сложность происходит, сколько необходимо времени для того, чтобы пересечь Керченский пролив. Мы за январь месяц приняли 5 судов, и разговаривая с капитанами кораблей, они нам обо всем этом детально рассказывали. Поэтому я бы акцентировал сегодня внимание, безусловно, на экономической составляющей, чтобы фактически часть Украины, которая работает через Азовское море, не была отрезана от внешнего мира за счет нерешения экономических вопросов, связанных с территорией, которая аннексирована. Спасибо огромное. Валерий Черкаско, соучредитель компании портового оператора «Агрия», был с нами на связи. И с нами сейчас на связи владелец компании «Аскет Шиппинг» Денис Русин, тоже занимающийся, собственно говоря, фрахтом. Денис, здравствуйте. Доброе утро. Вот обсудили только что с вашим, наверное, коллегой, да, Валерием Черкаской, о том, какие могли бы быть решения проблемы для украинских экспортеров и, там, я не знаю, корабельных операторов, да? Как вы считаете, как долго могут длиться такие решения? Могут ли они вообще когда-то закончиться? И как, собственно, ситуация должна вырулить в финале? Это тяжелый вопрос, конечно. Почему? Потому что он не лежит, к сожалению, в области экономики. Простого экономического решения вряд ли мы дождемся. Он лежит в области политики. А если мы с вами говорим о технических возможностях, да, о физическом нахождении Керченского моста и о тех ограничениях, физических ограничениях для мореплавания, которые существуют или возникли в связи с его возведением, то я думаю, как мост был построен на такую величину, так и наверняка есть техническое решение увеличить те размеры его, ту высоту прохождения проходов, которая лимитирует на сегодняшний день. Наверняка техническое решение есть. Его надо изучать, его надо искать. В современном мире технические вопросы решаются достаточно. Хорошо, к вам тогда вопрос. Я уже спрашивал Валерия о том, каковы объемы потерь из-за того, что теперь крупные суда не могут заходить, по сути, в Азовское море, да? То есть ни порты Мариуполя, ни Бердянска не могут принимать корабли класса Panamax, а только корабли с меньшими размерами, да? Меньше длины, меньше ширина, меньше высота. Вот о каком объеме потерь идет речь? Видите ли, мы можем говорить о 3 основных грузопотоках из портов Азовского моря, к которым относятся металлы, к которым относятся глины и угли, то есть ископаемые, к которым относится зерно. Если зерно
росло в своих партиях, да, то есть вот мы в последние годы вышли на партии там 18, 20, 25 тысяч, такие суда приходили к нам под погрузку, то глина, уголь и металл работали судами этими последние там 10 лет, если не больше. То есть потеря по перевозкам панамакскими партиями угля с глиной и с металлом, она произошла уже. Так как мы операторы зерновые, мы говорим о том, что мы потеряли перспективу. То есть мы в этом году не смогли, наши клиенты не смогли поставить несколько судов, которые физически не проходили под Керченским мостом. А перспективу мы потеряли, потому что не видим возможности участия в дальнейшем увеличении грузосудовых партий из Азовского моря. А значит, мы теряем рынки, значит, мы теряем какие-то возможности в будущем. И это недалекие возможности, это ближайшие годы. Хорошо, о каких объемах потерь может идти речь? Вот Валерий говорил, что там суммарно по их подсчетам это могут быть десятки миллионов долларов в год. По вашим подсчетам, какие, ну хорошо, потери, недополученные прибыли, в чем это, в каких цифрах это может выражаться? Я здесь соглашусь с Валерием, здесь надо смотреть шире. Надо смотреть не только как что теряют портовые операторы, теряют вообще регион, в котором находятся порты Азовского моря. То есть, что мы теряем? Мы теряем судовые партии, которые могут ходить по целому миру. Значит, мы теряем рынки, значит, мы остаемся на традиционных рынках, достаточно недорогих, невысоких, и сейчас вы видите, что разница в цене между портами Азовского моря и Черного моря, между Большой Одессой и Ильичевском, она достаточно значительна, она там достигает $10. Вот это та разница, которую недополучают наши производители зерновых. Понимаете? То есть проблема несколько шире, чем просто потеря одного портового оператора. Хорошо, кстати, вот еще, наверное, последний к вам вопрос. Как вы считаете, вот такое строительство моста с такими физическими характеристиками? Вы в начале нашего разговора уже упоминали, что раз его таким построили, наверное, его можно как-то по-другому перестроить. Но почему было принято решение о таких невысоких сводах моста, да, и о таких ограничениях для кораблей? Это осознанное решение или просто по-другому у России не получалось построить там мост? Я, насколько знаю, никаких консультаций практически не велось с украинской стороной. Власти Мариупольского порта предлагали свое участие, хоть какое-то, хотя бы информационное участие в решении о том, какая же высота моста должна была быть, но никто на это с российской стороны внимания не обратил. Мы считаем для себя, что ограничение в 50 метров было бы приемлемо на сегодня. То есть вот нам на сегодняшние потребности нужно было бы не 35 метров, а 50. Это тот минимум, с которого нужно было бы стартовать. Я говорю, это минимум. Это минимум. А теперь давайте добавим совершенно стремительное увеличение размеров судов. Они увеличиваются каждый год. То есть это тенденция на протяжении последних 10 лет. Мы увидим, что суда растут, крупнеют, углубляются каналы. То есть это мировая тенденция. Значит, это должно быть 50 плюс 60 метров хотя бы. Понятно, что это проблема техническая в строительстве моста. В 2 раза выше надо поднять все. И там насыпные территории и так далее. Видимо, России было неинтересно этим заниматься. Может, потому что она в Азове практически ничего не теряет, если, даже с такими ограничениями? Или российские бизнесы тоже потеряют из-за невозможности прохода судов класса Panamax? Нет, суда, которые ходят в Россию, намного мельче. Намного мельче. То есть те ограничения, которые по осадке, которые есть в Таганроге, большое количество судов ходит в Ростов, это суда типа река-море. Ага, это просто река-море, то есть им эти ограничения просто не имеют значения. Огромное спасибо. Денис Русин, владелец компании Аскет Шиппинг, был с нами на связи. Разбираемся с тем, какие убытки несут украинские экспортеры и портовые администрации из-за физических размеров Керченского моста. Денис только что сказал, что оптимально для нынешнего момента, для украинских экспортеров и тех, кто занимается фрахтом судов, высота порядка 50 метров, но это только на данный момент, потому что с каждым годом корабли увеличиваются в размерах, и соответственно, и перевозка на большем корабле стоит дешевле на 1 единицу товара или на 1 тонну веса, поэтому надо было бы строить даже с запасом. Александр Кава, эксперт в сфере транспорта и бывший заместитель министра инфраструктуры Украины, с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Доброе утро. Ну вот уже обсудили, что в целом Мариуполь, да, вот, ну, точнее, Азов, да, это Мариуполь и Бердянск, несет потери в размерах, ну, там, в десятках миллионов долларов, по крайней мере, так сказали мои собеседники, из-за того, что сейчас туда не могут заходить большие океанские корабли, корабли класса Panamax. Как вы считаете, что должна Украина делать для того, чтобы эти убытки были, ну, либо компенсированы, либо что? Ну, в этой ситуации говорить о больших потерях все-таки не приходится, поскольку количество судов типа Panamax, которые заходили в порты Азовского моря, это порт Мариуполь, незначительно. Это гораздо меньше 1% всех судозаходов, которые были в порт Мариуполь. Более того, глубины, которые есть в Азовском море, они не позволяют грузить суда типа Panamax полностью в акватории Азовского моря, то есть это просто разовые заходы. Каких-либо существенных проблем от запрета на их вход, конечно, не будет. Более того, грузоотправители в такой ситуации, которые планировали грузить судно типа Panamax, будут вынуждены либо отправлять свои грузы по железной дороге в порты Большой Одессы, где можно грузить судно типа Panamax, то есть создают дополнительную работу для украинских железных дорог и, соответственно, дополнительные рабочие места, либо же второй вариант – это грузить судно меньшего размера, а потом уже делать перевалку в портах Большой Одессы. Хорошо, но вот использовать железную дорогу или использовать суда меньшего размера, вот по словам моих собеседников, это просто удорожает, собственно говоря, логистику, а значит делает бизнес экспортный менее выгодным. Вот с этой точки зрения... Нужно понимать, что да, определенные компании увеличат свои расходы, но при этом эти деньги остаются в экономике Украины, и они больше работают на экономику Украины, чем на экономику других стран. Хорошо, какие-то консультации международные или, я не знаю, влияние через международные торговые ассоциации на Российскую Федерацию, которая считает, что строительство Керченского моста — это ее внутреннее дело, да? Естественно, это не признано Украиной. И вот там могут быть какие-то перспективы в этих разбирательствах? Я думаю, перспектив особо нет, потому что эта проблема может решаться только в целом с вопросом принадлежности Крымского полуострова. Мы видим опыт Кипра, где ситуация уже почти 40 лет не может быть урегулирована с Северным Кипром. Потому говорить о каком-то решении в обозримом будущем не приходится. Бизнесу проще переориентироваться на порты Большой Одессы, кому необходимо грузить судно большей вместимости. Хорошо, а сама идея судебных исков или там вот этих разбирательств, она может быть перспективной или это скорее тоже такая информационная исключительно штука? Она может иметь перспективу, но в перспективе десятилетий. То есть не стоит ожидать каких-то решений, которые смогут заставить Российскую Федерацию сделать какие-то выплаты в пользу Украины там в обозримом будущем. Хорошо, вопрос на десятилетия, но тот оптимизм, с которым вот говорили мои собеседники, что в любом случае надо это делать, нужно вступать в переговоры, нужно вступать, там, я не знаю, готовить иски, нужно искать какие-то модели компенсации, даже не только в том, что уже потеряли эти самые экспортеры, но и в упущенной прибыли. Это... Упущенная прибыль для отдельных компаний. Для экономики Украины в целом больше денег останется в экономике Украины, больше рабочих мест будет, если эти грузы пойдут сухопутным вариантом по территории Украины, либо внутренним фрахтом из портов Азовского моря в порты Черного моря. Ясно. Для экономики это скорее плюс, чем минус. Для украинской внутренней экономики это даже скорее плюс, чем минус. Спасибо вам за ваше мнение. Александр Кава, эксперт в сфере транспорта и бывший заместитель министра инфраструктуры Украины, был с нами на связи. Ну что же, уважаемые радиослушатели, разбирали совершенно разные мнения. Итак, из-за строительства Керченского моста в Азовское море, по сути, не могут уже заходить корабли класса Panamax. Мои первые два собеседника сказали,
что это потери для украинских экспортеров, потери для бизнеса, которые оцениваются в десятки миллионов долларов. По крайней мере, такая была степень детализации. Разные мнения были высказаны. Денис Русин утверждал, предполагал, что, наверное, можно добиваться, например, изменения конструкции моста и, соответственно, сделать своды высотой не 35 метров ограничения для кораблей, а, например, 50 или даже больше, поскольку это должно делаться на перспективу. И вторая история, о которой он говорил, это, соответственно, иски в международные организации, поскольку он считает, что Российская Федерация в данном случае нарушает в том числе Международную конвенцию о флоте, о торговом флоте. Валерий Черкаска из портового оператора «Агрия» нам рассказал о структуре того, что экспортировалось из портов Азовского моря, и, соответственно, основные потери это в экспорте металла, в экспорте полезных ископаемых и, соответственно, зерна. То есть уже за последний год, после того, как арки были возведены, или скорее после того, как были введены вот эти ограничения на размеры судов, экспортеры уже какую-то часть своей прибыли потеряли. Напоминаю нашим радиослушателям, вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Писать в Твиттер, смотреть трансляции в Ютубе и в Фейсбуке. Я вот сейчас как раз наблюдаю за комментариями в Ютубе, их огромное количество, но, правда, очень многие из них совершенно не касаются темы. В 8:35 и 12:10 и 13:10 по времени на Крымском полуострове, соответственно, 7:35 и 12:10 по времени материковой части Украины. Мы с вами в эфире. На этом моя смена сегодня закончилась, по крайней мере утренняя. Услышимся, например, сегодня же в 12:10. Меня зовут Павел Новиков, вы на радио Крым Реалии. Пока-пока. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Гнатишин, мої вітання у цьому випуску. Бойовики продовжують